Всем моим подписчикам и зрителям привет! Салам, меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. А я на данный момент нахожусь в Республике Ингушетия. Я сюда приехал для того, чтобы встретить новый 2021 год. И я его встречал на курорте Варамхи. В Локи летом прошлого года уже я там также бывал. Вы сможете посмотреть мой блог. Новый год я встречал не только с ингушами, но а также с русскими и чеченцами. Была очень хорошая такая большая компания. И в этом блоге я также прогуляюсь по селению Арамхи, где находится этот замечательный курортный комплекс, покажу его вам жизнь. В таких домах многоэтажных здесь живут ингуши. Многие, кстати, из пригородного района. Плюс своим мнением в очередной раз поделились русские туристы из Ростова-на-Дону. Что вам понравилось, да? В целом природа и горы. В горы я прям влюбилась, насколько я перед этим любила, но сейчас не знаю. И самое главное, меня запустили второй раз в жизни. Один раз вот было такое в Дагестане, в Дербенте, а вот сейчас здесь, в Ингушетии, в Арамхи, на кухню. Это место, мне кажется, самое святое из всех. Для того, чтобы провести мастер-класс по приготовлению ингушских лепешек, которые называются чапель. То вы меня часто критикуете за то, что я не показываю еду, как ее готовят, местную национальную кухню и так далее. Вот в этом ролике она будет. Состав на 1 литр. Целую пачку, да, литр? Да. Поэтому, если вам интересно, прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк авансом, делайте репосты. И если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео. А сейчас никуда не уходите, оставайтесь со мной. Поехали! Праздничная атмосфера. Собираются гости, очень много людей из разных уголков нашей необъятной родины. И из Краснодарского края, из Ставропольского края, из Московской области, из Москвы, из Новосибирской даже области. Конечно же, есть и семьи ингушей, которые приехали встретить Новый год. Итак, первая гостья сегодняшнего замечательного праздника Ирина. Это замечательный ангел. Она приехала к нам из Перми. Итак, Ирина. Курортный комплекс Арамхи основательно подготовились к встрече Нового года. И, например, в нашем ресторане, где мы встречали Новый год, был известный ведущий Цуров, а также пели для гостей ресторана Эрзи Базоркины. В Арамхи приехали целые семьи, поэтому на празднике было очень много детей. Конечно же, вам будет интересно, что же было на нашем новогоднем столе. Он особенно ничем и не отличался от простого стола, который находился в любой точке России в этот момент. Правда, никакого алкоголя на нем не было, потому что в Республике Ингушетия действует сухой закон. Но если кто-то хочет, как говорится, выпить, то это нужно делать настолько аккуратно и осторожно. Если вас поймают, то вас накажут. Так вот, на этом столе можно было увидеть разные соленья. Конечно же, селедочку под шубой, оливье, сырную нарезку, мясную нарезку, соки, лимонады из Грузии. Грузия – это дружественная нация для ингушей. Сейчас, правда, карантин. Вот из этого карантина ни ингуши не могут поехать в Грузию, ни грузины приехать в Ингушетию и в целом в Россию, да. Поэтому был замечательный стол. Кстати, очень была вкусная рыба, которую принесли уже ближе к Новому году самому. Форель. Форель водится в реке Асса. И ингушскую форель. Форель. Форель, которая Местная. местная, в Басе, короче, она водится, ее ловят. И легально, а то сейчас начнется. Вот, абсолютно. Сейчас будем пробовать рыбку. Форель. К нашему столу должен присоединиться Алексей Казак и компания, еще 5 человек.
Ну как-то что-то уже до Нового года остается сколько, 1,5 часа? Никого нет. Друзья, оказывается, я забыл про один момент. На законодательном уровне с 1 по 15 января всякие празднования и различные мероприятия, они запрещены. Вот, поэтому сделали такой аванс до часу ночи. И все. На самом деле до 19:00 разрешили. Нельзя, в общем, праздновать коронавирус. Да. Мы забыли про это. Я говорю, почему так рано? Оказывается, по закону. На законодательном уровне до 15 января запретили же вообще праздновать. Там Москву сейчас разгоняет ОМОН. Потому что вот как раз таки Артем правильно говорит, Нельзя. что аж до 15 числа указом главы Республики Ингушетия, так как мы И находимся президента Путина. и президентом России. Вот. Что ты Что-то. Всего хорошего. Да, все. Мы еще увидимся. С Новым годом. Так. А теперь посмотрим, кто какие пожелания написал. Ну, понятно, процветание вам, это русский, Акуна Матата, веселись, полный рост. Но здесь даже есть и, по-моему, Фелис Ано Нуэво, похоже на итальянский язык. Есть даже надпись на грузинском. Вот грузинский язык. Что тут у нас есть еще? Есть ингушский, есть чеченский, ну, вайнахский, можно так сказать, язык. На курортный комплекс Арамхи я приехал со своими друзьями, близкими и детьми. И мы очень хотели покататься здесь на лыжах. Поэтому количество дней пребывания мы сократили. Особо, как вы видите, снега-то и нет. Мы здесь еще и по-зимнему оделись. Но вот если посмотреть на склоны, вы можете заметить, что снег с песком перемешан. Ну, короче, абсолютно его нет. Поэтому лыжи отменяются. Просто прогулки по горной местности. Кстати, там вот наверху находится курортный комплекс Арамхи, куда мы сейчас отправимся. Я показывал вам его летом. А вот если посмотреть вон туда, то вы сможете увидеть, по-моему, Куштово. Башира находится отель и комплекс вот красного. К сожалению, камера не приближает у меня, это нужно там в настройках. Но вы поняли, о чем я говорю. Это у нас столовая гора. Если вы увидите ее, для вас она уже знакомая, я о ней много говорил и показывал. Это Ингушская столовая гора. Она принадлежит Республике Ингушетия, если говорить, а не Осетии, как многие меня критиковали. Нет. Вот она, Ингушетия. Именно с селения Бейни, а Бейни это Республика Ингушетия, можно подняться на эту гору. И все люди, которые проживают в Северной Осетии, они как раз таки поднимаются на эту гору со стороны Ингушетии. Ну, получается, это Ингушская гора. Ну, а сейчас я вам покажу, как живут здесь, в Джейрасском районе, недалеко от курорта Арамхи. Погнали. В таких домах многоэтажных здесь живут ингуши. Многие, кстати, из пригородного района. Как вы знаете, ингушей не пускают многих в некоторые села и поселки для проживания, потому что, ну, можно так сказать, запрещает это делать грязная национальная политика, за которую я также говорю, потому что это несправедливо и об этом нельзя молчать, про это нужно говорить. Потом провокации до сих пор продолжаются, но сейчас не про это. Дома, кстати, добротные. Вы видите, где они сделаны. И здесь очень такие узкие дороги, горная местность. Но я как представлю, как сюда материал привозили, чтобы все это сделать. Если вы спросите, чем же занимаются здесь ингуши, да, которые проживают. Большинство работает в туризме. На курорте у Башира Куштова. Да. С Новым годом вас также. Да, здоровья вам. А это меня узнали. Вот люди. Видите, какие добродушные здесь. И курорт Арамхи здесь находится также. Где
большой персонал, и все люди живут практически здесь. А это у нас Почта России. Напомню, на календаре у нас 1 января, и Почта России, конечно же, закрыта. Люди сюда приходят получать пенсии, отправлять письма, посылки, да, своим близким и родным, забирать их. Это очень, кстати, удобно. Я вот все думал, как вот надо было взять с собой. Я там маме кое-что приготовил, я оставил в Краснодаре, а можно было отсюда ей отправить, там небольшая посылка. Но в любом случае, видите, как удобно. Есть Почта России, прям в горах, в такой вот местности. Джерасский район. Мне здесь очень нравится, кстати, очень здорово. Кто-то даже, вон, видите, красный домик, кто-то домик себе построил. Это заповедная зона, это заповедник. Кстати, меня пригласили в гости, и, возможно, я где-то в часам к 5 на 1,5 часика загляну к ингушу. Правда, я не взял у него телефон. А как мы пойдем в гости с вами, если нам телефон не оставили? А в какую дверь? Он же не здесь живет, это же... Что это? Он живет в квартире. Мы не взяли. Все отменяется, наверное. Ну, либо ребята, которые работают на курорте Арамхи, подскажут. Это у нас больница. О, как, вот оно как. Процедуры будут проводиться только экстренные. Вход без бахил строго запрещен. Это больница. То есть, если что-то вдруг произойдет, здесь есть врач. Ну, 1 января, конечно, никто не работает. И не дай бог, чтобы с кем-то что-то произошло. Но в любом случае есть больница. Собственный каток. У меня ребенок там забавляется. Да, давай, упади еще. Вот такие дела. Здесь есть также своя прокуратура, школа и полиция. Вот. И самое главное, что мне здесь нравится, это вот этот сосновый бор. Такой сосновый бор есть в Горячем Ключе. И у людей, у которых проблемы с легкими, они могут сюда приехать на курорт в Арамхи, подышать вот этим горным чистым воздухом и восстановить свое здоровье. Вот у меня тоже были проблемы с легкими. Кашель не уходил, я не знаю, что это такое. Я обследовался и рентген делал. Мне кажется, у меня на нервной почве это все начинается, когда я нервничаю, начинаю сильно кашлять. И из-за очень-очень влажного воздуха. Вот сейчас тоже влажноватый воздух. Вот. Так, здесь что-то вот разрыли, может быть, строить что-то будут. Кто его знает. Но сосновый бор, это, конечно, здорово. Я сам вырос на Алтае, в Сибири. Ну, примерно так же. Вот там вот, видите, где больница вот эта маленькая, либо дом. И вот также у меня был лес, сосновый, ленточный бор. Он состоял в основном из сосен, берез, ольхи. Вот. Ну, в основном сосна. Поэтому я так же, как и здесь, ингуши, вырос в чисто экологичном месте. Теперь, что касается экологии. Видите зеленые баки? Эти зеленые баки, как вы уже догадались, предназначены для чего? Для отходов, чтобы местные жители не выбрасывали никуда. И вы можете заметить, что в сосновом бору, вот в этом, вы не найдете ни одной бумажки. Потому что все эти бумажки здесь, в зеленых баках. И это правильно, молодцы, это здорово. Ты здесь живешь? Как дела? Нормально, молодец. Слушай, а где здесь школа? У вас же тоже есть школа? А ты учишься в ней? А, ты уже большой. Все, понял. Видите, школа есть, правда. Поэтому детям есть где учиться. И дом тоже красивый, да. Здесь здорово, классно. По душе. Не сказать, что в колледже учится. Поэтому, друзья, если вы до сих пор еще не были в Республике Ингушетия, пока закрыты границы и неизвестно, когда они откроются,
приезжайте сюда, это недорого. Москва-Назрань едет поезд, самолет Москва-Магаз, либо Москва-Грозный, Москва-Владикавказ. Прилетайте, приезжайте прямо вот сюда, чтобы насладиться всей вот этой красотой. Камера не передаст, к сожалению. Все то, что я сейчас вижу здесь с детьми своими глазами. Воздух. Чистейший воздух, говорит ребенок мне здесь. Экологически чистый. Да, экологически чистый. Что ты сказал, режим? Я сказал, экологически чистый режим. Экологически чистейший. Да. Ой, кто-то в машинку играл и бросил игрушку. Так что приезжайте в Ингушетию, Ингушетия вас ждет. Недорого, вкусно, гостеприимно. И рекомендую, конечно же, курортный комплекс Арамхи. Также недорого, абсолютно. И еще, самое главное, при курортном комплексе Арамхи есть медицинский центр, где вы сможете поправить свое здоровье. Мало того, из крана курортного комплекса Арамхи в вашем номере будет бежать вода чистая из-под крана, которую можно сразу употреблять. Вот, пить ее. Она чистейшая, как в горах Швейцарии, как в Ницце в той же, во Франции, да. Так что вот я советую. Честно, это не из-за того, что я хочу там кому-то, как любят РДШ говорить, подлизать. Я говорю как есть. Если мне что-то не нравится, я об этом говорю. Здесь есть также, кстати, летом открытый бассейн. Есть еще и закрытый бассейн. Но из-за карантина он пока закрыт. Да. Расскажи мне, что ты сказал? От кого здесь прятаться можно? Знаешь, такие бандиты бегут, ты такой спрыгиваешь, они так бегут, и ты здесь спрятаться. Типа бандиты здесь бегут, а где ты бандитов найдешь? Ну не знаю. Это же образно в фильмах же бывает. Они так спрыгивают и так бегут. Голливуд. Голливуд. Так вот, бандиты остались только в Голливуде, но не в Ингушском. Вот. Нет здесь бандитов, здесь все хорошо. Это так, шутит он. Насмотрелся фильмов? Просто пошутил. Конечно. Как развлекаются туристы на курортном комплексе Арамхи? Стреляют из лука. Даже девушки. Ну, почти. Мы на телефоне хорошо играем. Да. Тут кто-то и ножи вон бросает. Ну, бросай, привет. Да, салам. Как дела? Хорошо. Нормально. Ты когда был? Да. Вчера. Вчера? Да. Добро пожаловать. Привет, привет, салам. Умеешь Салам. кидать? Не. Нет. Пока еще не научили. Научат. Всему свое время. Ты в Арамхи остановился? Да. Здесь, ну и Карабулак, Назрань, много еще будет. Лива. Они точно острые? Да, они быстрее. Да. Правильно кидать. Поехали. Вот вход. Вход-то здесь. Это выход. Выход. Так, мы здесь уже были летом. Мы летом здесь уже катались на этой дороге. Мне дали папаху погонять на прокат. Вот это мне больше нравится, чем белое. Элес Хашагульгов, прости, ну это его подарок там, а вот на нем белое. Покататься на лыжах потом. Вот на этой штуке бы я покатался. Большая, А пышная, она мне по размеру просто и хорошо На все. лыжах можно было покататься. пушка. Вот здесь лыжи, смотри, а что говорят, нельзя, посмотри, снег есть. Да, его снегоход. Нам хватит этих. А что, нельзя покататься будет? Почему? Что делаешь? А снег же есть. Техники, смотрите, сколько здесь. Здесь трасса лыжная, можно кататься. Но сейчас, видите, снега мало, из-за этого лыжам не дают нам. А мы хотели покататься. А сейчас мы поедем. Это вот снега сюда навезли. И он стал таять. Давайте вы первые, кто по двое.
Я с тобой одна не И наверх опять, как летом. Ингуши, помимо того, что они гостеприимные, еще и очень заботливые. Я вот здесь шапку с собой не взял с равнины. Все-таки прохладно, влажный воздух, немножечко ветерок дует. Они говорят: какая шапка? Вот тебе папаха. Дали мне папаху, чтобы я не замерз. Мне правда очень тепло, теплее, чем в шапке. А я сейчас по канатной дороге, я на ней летом катался впервые в своей жизни. Поднимаюсь наверх к ресторану Эрзи, где вчера я встречал с друзьями, близкими мне людьми Новый год. Вот. Такие дела. А вот впереди дети едут моего друга. Ильяс! Ильяс! София боится, наверное, кричить, да, высоты. Здесь, кстати, летом бассейн работает. Это у нас гостиничный комплекс под названием «Чайка». Конечно, сейчас бассейн здесь закрыт, зима. Но здесь также летом можно снять номера. Смотрите мой блог. Я целый блог про этот комплекс снял. И чуть дальше есть закрытый бассейн. По-моему, он работает. Ну, из-за карантина, конечно, ограничения. А еще вы сможете подняться здесь по лестнице вот по этой. Более 1500, по-моему, ступеней здесь. А вон домики, также можно арендовать домики. Правда, они все заняты на Новый год. И на следующий год, если вы хотите встречать 2022, то вам придется где-то, за месяца 3 позаботиться о том, чтобы остановиться в таком домике. Иначе их быстро разберут. Как и номера в курортном комплексе Арамхи. Вот. Музыка играет. У людей праздник. Это русские приехали. Здесь отдыхает очень много русских, чеченцев, татары. По-моему, даже казахи были. Вот. Отдыхают так вот люди. И правильно. А то постоянно на негативе на каком-то, постоянно какая-то политика, национальные проблемы. Нужно немножечко отдыхать от всего, как я это сейчас делаю. И вот народ тоже отдыхает. Вот там колонка. Шашлык, что ли, делают. Вот. Так. Классно, круто, мне прям нравится. Свежий воздух, настроение крутое-крутое. Несмотря на то, что я спал где-то сколько? Часов 2-3, наверное. Не выспался, но я не чувствую, что я не выспался. Спать пока не хочу. А впереди ждет такой насыщенный день. У нас еще будет продолжение банкета. Друзья сюда подъезжают. Вот, нам администрация Арамхи обещала помочь, организовать, все сделать, выделить нам место. Вот, потому что нельзя собираться в одном месте более, по-моему, 5 человек. Вот как-то так. Поэтому дети будут спать, а мы будем гулять. Все без алкоголя. Все, как говорится, по адатам ингушей. Смотрите, какие горы классные. Но я их сниму, когда будем обратно спускаться. Друзья, ну и про лайк не забывайте, поставьте, пожалуйста, сейчас телефон, чтобы не уронить, а то уже, видите, высоко. Вот. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал, делайте репосты, рекомендуйте друзьям. И никуда не уходите. Зимой здесь так же красиво, как и летом. Видите, солнечная погода, градусов 11, 10-11 тепла, плюс. Вот. Много туристов. Не ингушей, русских. С той стороны там реально есть дорожка. Да, видите, трасса лыжная, к сожалению, без снега. Только с другой стороны только готовится. Там хорошее, но только делают. Вот. Смотрите, какие горы красивые, как солнечно, классно. Эх, я бы сейчас прям поехал бы по горам, погулял. Класс. Друзья, и конечно же в республике Ингушетия очень много туристов, и я вновь встретил туристов из Ростова-на-Дону. Я сам проживаю в Краснодаре. Вы компания, да, приехали здесь? Да. Большой, да.
Вот сейчас нам девушки и расскажут, чтобы я ничего не говорил, не добавлял и не убавлял, как им в республике Ингушетия. Девушки приехали, я так понимаю, с большой группой, с друзьями, может быть, родственниками встречать новый 2021 год. Сегодня у нас на календаре 1 января. Вас с Новым годом. Вот, да, я вам прежде хотел бы пожелать здоровья, счастья и, самое главное, успехов. Пусть сбудется самая заветная мечта. Ну что, как вас зовут? Настя. И Юля. Настя и Юля. Вот нам сейчас Настя и Юля поделятся своими эмоциями, впечатлениями. Начнем с Насти. Что вам понравилось, да? В целом природа и горы. В горы я прям влюбилась, насколько я перед этим любила, но сейчас, не знаю, вот только что стояли, разговаривали, да, о том, насколько просто магнетически притягивается взгляд, насколько растворяешься в этом, насколько чувствуешь энергетику гор. Ну, природа, конечно, просто волшебная. Это как бы, А да. про еду, если пробовали Вот. чапель, лепешки Кстати, ингушские? мы ничего не попробовали, да? А вот надо мы стоит только поднять. вчера. Сегодня Да. пятница, здесь у нас в Арамхи, да, в Ингушетии, я уже говорю у нас, я привык, день национальной кухни. Поэтому попробуйте обязательно чапельк, называется это лепешки. Ингушские лепешки, они бывают с творогом, с картофелем, либо с тыквой. С тыквой она сладкая. Ну, творог тоже между. Мне больше всего нравится с картофелем вот, и с творогом. Поэтому рекомендую. Есть еще берх. Это местное тоже традиционное блюдо. У нас вот борщ, да, а у них берх. Это соус, к нему делают галушки. Ну, как вот у нас тесто на пельмени заводится. Так вот у них галушки красиво так свернуты. И соус очень вкусно с мясом. То есть я вам рекомендую. Вот запомните берх и чапелек, ну, ингушская лепешка. И ингушский суп, ну, так, если проще запомнить. А вам что понравилось, что запомнилось, Ну, я Юля? тоже очень люблю горы, и, конечно, вот это вот ущелье, Мгм. мы только по ущелью пока здесь, да, поездили. Но вот эта атмосфера истории, очень хорошо сохранившиеся постройки, потому что я тоже много где была в горах. Мгм. В принципе, вот в Грузии, да, там тоже Мгм. есть история, но там своя какая-то история, здесь свои традиции. И очень вот это атмосферно. Ну, такие места всегда они зовут, потому что когда за местом стоит история, ты чувствуешь эту культуру, это Энергетику, всегда да. притягивает, что место магнетически как-то. Энергия гор здесь, да. Да. Ингуши раньше жили же в горах, потом спустились на равнину, да, вот, и уже долгое время живут. Ну и в горах тоже, как вы видите, здесь много горцев. Я бы еще хотел поинтересоваться, как вы добрались? Вот это очень важно. Вот для меня русские подписчики. Мы организованные экскурсии ехали от Ростова. Маршрутка. Да, На- и у нас, то есть вместе с дорогой было, мы сели в маршрутку, да. Мгм. Заселились, поехали на этой же маршрутке. И теперь самое главное, подписчиков интересует. Вот, я не всегда рассказываю про цены. Сколько вам обошелся тур из Ростова-на-Дону до, грубо говоря, столицы Магаса, На Ингушетии. человека около 15, да, по-моему? 15 тысяч? Сколько Да, дней? Мы Новый год праздновали. В ресторане. Да, в да, ресторане. да. То есть Ресторан за человека 3500. Это я Да, знаю, да. То есть, ну, это 15 тысяч. Сколько дней вы здесь будете? 4, да, по-моему, 4. получается? 3 ночи и 4 дня. Ну да. Ну, у нас в Грозном мы еще поедем. А, в Грозный? Еще в Ущелье. Ну, я, к сожалению, не запоминаю Осетию. название. В Осетию? Да, Северную? тоже. Ущелье. Я просто в Северной Осетии не так много был, только в Владикавказе и в пригородном районе. Но у меня там политическая тема, мы о ней не будем говорить. Мы недалеко, в принципе, отсюда поедем. Ну да, здесь все Хотя рядышком. здесь уже насыщенно, так, конечно. Нет, в Северной Осетии тоже есть что посмотреть, вот, я знаю там. Но в Ингушетии горы, я просто, ну, я влюбился в эти горы. Я был в 30 странах мира. Эти горы, наверное, самые дикие. Этим они меня привлекают. Я не люблю туристические маршруты, когда вот эти тропинки протоптан. Здесь есть 2 водопада. А один водопад рядом с нами находится. Если... Вот, видимо, нам Лежгинск, предлагали да. поехать. Вот он более туристический. А есть еще один Фуртокский, да, водопад. Вот, он находится на въезде в Джиравское ущелье. И он немного дикий, но там тропа такая очень пейзажная. Валежник, там бежит небольшая речка. Короче, там все как вот на картинках. Насколько водопады актуальны зимой? Экочежинский, наверное, так правильно. Водопад он в круглый год, 10 градусов тепла, он не замерзает. Но я бы на вашем месте съездил. Опасно, мне кажется. Не опасно. Опасно, Там мы что-то не решились. Лежгинский водопад, там тропинка, 40 минут к нему идти.
Скажите Вы же не по одному ходить в горы вообще не рекомендую. Ни мужчинам, ни женщинам, ни девушкам, да. Ногу подвернули, кто у вас? Связь не... Хотя в Ингушетии связь хорошо работает, удивительно, да. Я даже вот... У нас нет, да. Плохо? А у вас что? Плохо. Билайн. У меня Билайн, вот у меня все антенки здесь ловят. И там наверху, нет, видите? У меня Теле2 не работает, правильно? Да, у меня мегафон то работает, то не работает. Вот Ну, так. Билайн работает. Вон на той верхушке мы были. Я оттуда селфился и выставлял сразу. Вот. Там стоит, кстати, антенна. И она, да, передает. И интернет, и все, я в прямой эфир выходил. Так что в Ингушетии с этим не должно быть проблем. Видите, наверное, Теле2 не поставили здесь, скорее всего. Она где-нибудь во Владикавказе стоит, потому что Владикавказ за той горой находится сразу. И Северная Осетия. Вот. В общем, вам понравилось. Что пожелаете для подписчиков моих? Вот. Исполнение желаний. Потому что у всех они Путешествовать в разные. горах. Да. И Приехать сюда. да, Приехать сюда и обязательно на собственном опыте это Да, почувствовать, потому правильно. что у каждого это по-своему откроется, раскроется. спасибо большое. Ну, я рад, что вам понравилось в Ингушетии, потому что я как русский, для меня важно, я говорю за Ингушетию, о их проблемах, о их жизни, о их традициях, многое знаю. Вот, вам спасибо. Всё, приезжайте еще. Да, с Новым годом. Ну что, мы сразу тянуть не стали, решили угостить чапельгом. Вот и здесь из тыквы, из картофеля, из творога, чай ингушский. Чтобы еще 2 эти. Вот. Да, с маслом, Да, горячий, вкусный, с творогом. с творогом, да. Черный, зеленый, с тыквой тоже. С тыквой тоже есть, да. Иди скажи, Руслан, еще 2 чашки принести дяде. А ты позови этого, познакомишься. Спустится? Он письма, да, сейчас. Ну, рассказывайте. Вкусно? Очень вкусно, правда. С тыквой вообще какая-то такая. С тыквой, да, понравилось больше? Да, кстати, А очень вам? необычно с тыквой. Вы даже... Я люблю готовить, но вот именно с тыквой я не пойму, как у них так получается. Вот я маме рецепт передал, теперь у меня тоже все село любит. Там, на Алтае, откуда я родом. Ну, здорово, что понравилось, вот мне тоже нравится. У нас блины русские, да, а у них... У нас блины с начинкой, а у них сразу идет начинка. И на самом деле это очень сложно сделать. Нужно тонко-тонко, да, раскатать это тесто, еще добавить начинку, все это вместе. Вот. Ну, здорово, что понравилось. Меня и всех моих друзей, а также русских туристов, которые находились на тот момент в зале ресторана Эрзи, а он располагается в очень красивом и живописном месте на верху курорта. Туда вы сможете добраться либо по лесенкам, по-моему, там более 1500, но зимой я бы вам не советовал этого делать, либо вас увезут туда на машине. Курортный комплекс Арамхи в августе месяце приобрел специальные машины для того, чтобы они смогли поднимать наверх туристов. Ну а лучший способ все-таки это, конечно же, канатная дорога, по которой мы туда отправились. Так вот, все русских туристов пригласили на кухню для того, чтобы посмотреть мастер-класс по приготовлению ингушских лепешек чапельг. Делали мы их с творогом. Но я, конечно же, все снимал со стороны. Состав на 1 литр. Целую пачку, да, литр? Да. Так. Столовые ложки соли. Вот так. Чайная ложка. Соли. Пищевая. Чтобы вам запомнить легче было, на литр готовить, чтобы вам удобно было, чтобы дома готовить. Быстрее и удобнее было. Так, смотрите, девочки, чтобы будет настоящее тесто. Кефир не из холодильника, чтобы комнатная температура была. Да, 1%. Да, Можете любую, но 1% лучше. И смотрите, чтобы вам ясно было. До готовности. Искан, попроси, чтобы они музыку выключили. Пирожки делаем, как и пирожки тесто должно быть. Я обычно вот так вот помешиваю. Спасибо. Все. Сейчас он его замесит, немножко в руки. Ну, как не знаю, как они так делают, это, наверное, это руки, да. Это руки. У вас тоже получится. Это руки какие. Это просто
просто такие руки. Видите, он уже не видно. Ну, минут 15-20 он должен подержать. Расстояться. Да. Идите Ну, танцевать так как дальше. у нас сейчас времени мало, у меня есть, который тесто стоял. Я могу с них. Вот мы Хотите, проматываем 15 минут вперед, да, и все. если хотите, я могу с этих, но они тесто как-то ломаться будет. давайте. Нет, давайте только туда. Что сюда? Все. Отложить надо. Осторожно. Так. Чтобы не прилипалась к рукам. Да, здесь получается. Всё. Сильно давить не надо. Но тесто любит, чтобы нежно относилось. Вот так. Ну, как твои, как свои мужья. Который стоит. Нет, у нас вчерашний вечер, который замесили. Можно и больше, да? По сверху сколько в холодильнике может лежать? 3 дня, 4 дня. Не портится. Не портится. Вот так. Я обычно сверху вот это убираю. И беру вот такие. Ну, дома, конечно, вы не будете столько держать. У нас вчера Новый год был, поэтому не ушло тесто. Ну, кто-то может вот так взять его и вот так. Кто-то любит вот так делать. Я нет, я говорю вот так. Если хотите побольше, чтобы у вас получалось, вот огромный, как, например, если сковородка у вас большая, все, я как-то поменьше беру. Это можешь пока туда поставить. Они все одинаковые получаются. Как она их сколько уже слепила, девочки. Тесто невесомое. Творог, начинку. Как хотите, больше, меньше. Это что, Чуть-чуть посолить, если хотите соленый, можно. Яйцо Ну, у ничего нас не добавляется, есть соленое, но и кто хочет сахара, пожалуйста, можете. Яйцо не надо добавлять, просто творог. Нет, по желанию, если хотите, можно. Я вот это убираю, чтобы посередине там толщины не было, комочек. Вот так, посмотрите, немножко. Все. И как скалка. Только так, все. Поскалка. Тихо здесь. Особенно вот эти края есть. Здесь делаем чаппинг, мастер-класс для русских туристов. А вот во время вы могли рассказать, кто откуда приехал? Из Ростова. А, вы все из Ростова, да, мы здесь. Держи. Приезжайте к нам в Кубу. Давайте с вас тоже мастер-класс. Мастер-класс Ну да. все дадим. Запустили нас на кухню в Эрзи. Бесполезно. Сковорода сухая у вас, да? Сковородка обязательно горячая, сухая. Да, без ничего. Снимайте, И мы как сразу с печется пылу жару лепешка. будем есть.
Здесь буду делать чапель с творогом. Вот смотрите, как это делается. Начинка творога закладывается в тесто. Если что, начинку хорошо. Это уже туристы из Ростова-на-Дону делают самостоятельно. О, такой нормальный лепеха. Побольше. Это моя личная. О, уже ты любимая жена стала, видишь? Потому что творога больше положила. Тихо! Я же ревнивая, темноглазая. Оставайся старше, а любимая это другая. Старшая. Любимая, которая готовит хорошо. Я решаю, кого казнить, а кого не. Договаривались чуть-чуть. Вот он уже готовый. И маслом, да. Чисто масло. Сливочным. Да, сливочным. Блин, чем. Разница нет, можно топленое, можно сливочное, но сливочное оно вкуснее, мягче получается. Девочки, очень медленно делайте сковородки, он до мяса. Катайте. Мастер-класс у нас по чапелю. Сейчас, подождите. Приезжайте к нам в Ингушетию. Лейла, дай мне роль. А еще нужно песню петь, когда готовишь. Да. Так, какую вы песню поете, когда готовите? У нас таких много. Давайте, вам подпевать. Слова нам понятны. Я вот когда сюда поднималась, я пела песню «Мили уносят меня, уносят меня». Мы ее вчера. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Девочки, должна быть какая-то песня, что-то о любви, о доброте, о городе. Я про коней. Есть много, Все, сковородка готова. Неси на сковородку. Вы так ложите и все. Вот так. Еще все порвалось. Вот так. Если поднять не можете. Опа, сковородка, говорит тебе, профукал. А так канатная дорога выглядит, когда спускаешься вниз. Вид на Столовую гору, на некоторые башни, которые будут видны точечками вам. Потому что зум на камере, он есть, но я не взял с собой аппаратуру. Вот, оставил на равнине. Видите, опасно. Крыша курортного комплекса. Наши друзья приехали, поэтому мы спускаемся вниз. Очень хорошо провели время. И побывал вот на мастер-классе по приготовлению местного традиционного блюда чапельк, ингушские лепешки с творогом. Ну, бывает еще с тыквой и картофелем. Я люблю больше всего с картофелем. Классно. Ну а вам, если понравилось, то, конечно же, нужно поставить лайк. Я не знаю, как я там в кадре выгляжу, потому что, чтобы так не видно моего будет лица в таком случае. И подписаться нужно на канал. Сделайте это и порекомендуйте близким, друзьям и знакомым. И спасибо вам за вашу поддержку. Ну а мой год путешествий только начался. Впереди все самое интересное. Поэтому оставайтесь со мной. Знаете, все было очень душевно, вкусно. И действительно, ингуши могут создавать настоящую праздничную атмосферу для туристов. Все мы с вами знаем, что сейчас мы живем в нелегкое время, все границы закрыты, возможно и к лучшему, потому что многие туристы решили встречать Новый год не у себя где-то дома, а собраться всей семьей и вот, к примеру, отправиться в горы, в Республику Ингушетия. Мало того, вот я знаю туристическая группа из Ростова-на-Дону, которая там находилась, помимо Ингушетии, они еще параллельно
увидели Чечню и Северную Осетию. Вот я выступаю за дружбу народов и считаю, что это совершенно правильно, что вот так вот можно ездить. И только, пожалуйста, не нужно отговаривать тардышам, когда кто-то прилетает во Владикавказ, что в Ингушетии плохо. В Ингушетии тоже супер и душевно, как и в Чеченской Республике, так и в Северной у вас Осетии. Поэтому нужно прекращать эту межнациональную глупую рознь. Ну, а я лезгинку танцевать еще пока не умею. Вместо меня ее танцевал Руслан. Мне лично очень все понравилось и меня устроило. Ну а если вам понравился этот блог, то поставь ему лайк, делай репост, подписывайся на мой канал, рекомендуй друзьям. И если вы хотите поддержать мой канал в развитии, то вся информация внизу в описании под этим видео. Либо нажимайте кнопку «Спонсировать». И еще не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать, ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. С вами я не прощаюсь, я говорю вам до встречи.